Изготовление сухих строительных смесей – это только на первый взгляд довольно простой процесс. Однако большинство продукции производится по определенным рецептурам, в зависимости от того, какая именно смесь должна получиться. Впрочем, есть нюансы, которые не меняются. К примеру, основа любой смеси – неизменно цемент и песок. Сушки песка идет верхняя подача, идет мокрый песок, здесь проходит барабан. Здесь он сушит и подает наверх, на самый верх, на 40 метров. У нас стоят бочки, накопители, 4 бочки по 70 тонн. И оттуда уже подается через операторскую, подается уже цемент, песок, добавки. Качество получаемой продукции во многом определяется точностью дозировки компонентов. Поэтому цемент, песок и вяжущие добавки, используемые для прочности смеси, отмеряются на специальных весах. Только после этого сырье попадает в расходные бункеры, где уже все ингредиенты смешиваются при помощи смесителя. Это последний этап производства. У нас находится завершающий процесс, уже готовая вся продукция, которая идет сверху, через весы. Здесь уже идет на смеситель. Смеситель, он весь всю эту продукцию перемешивает и выдает уже конечный итог, выдает вниз на накопитель. Строительный клей, штукатурка, шпатлевка, смеси для полов и кладки. Открытый еще в 2018 году завод строительных смесей. Технологии и материалы производят порядка 16 наименований продукции. Здесь трудятся 32 человека. Среди заказчиков – регионы Северного Кавказа, Дагестан, Осетия, Чечня и страны Закавказья. Пользуется хорошим спросом. Этот сам завод у нас, головной офис находится в Ростове. Он уже работает 25 лет, он уже зарекомендовал себя как ТИМ. Он качество, всем он соответствует. На всех стадиях производства, от проверки поступившего сырья до выдачи паспортов на готовую продукцию, процесс строго контролируется. Для этого на заводе есть собственная лаборатория, где проводят ежедневную пробу и отбор из каждой партии. Стекла, сухие стекла на клей, на клеевую смесь. Мы проверяем смачивание. То есть насколько данный клей будет смачивать плитку. Если клей соответствует ГОСТу, то мы пропускаем. Вот сейчас надо еще раз через 10 минут, через 20 минут пригрузить эти стекла. По ГОСТу через 20 минут эти стекла должны быть заполнены на 50%. Сейчас завод производит около 120 тонн продукции в день, но при желании его можно увеличить до 140. Поэтому в ближайшей перспективе у предприятия строительство дополнительных складов для хранения готовой продукции. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белокиев, Новости 24.